Менде мыйзам долбоору боюнча негизинен маселе жок, бирок маалымат иретинде бир-эки суроолор бар эле. Эми бул азыр айткылачы, бүгүн накталай төлөмдөр менен нак эмес төлөмдөрдүн пайызы канча болуп калды Кыргызстанда? Барбы маалымат? Таблону берип коюңуздар, суроого жазылгандар кол көтөрүп атат, урматтуу аппарат. Аз даяр болбосоңуз кийин аягында жооп бериңиз, башка суроо болсо угуп турайлы. Динамика барбы? Бир акыркы 3 жылда кандай көбөйүп атат? Эми азыр кетип атабыз да буга баарыбызчы. Өткөндө эле айтып атат элеңер го маалыматтычы. Урматтуу Алуу Аземович, урматтуу Мирлан Сакбекович. Бул жылга сайын безналичный расчеттарыбыз накталай төлөмдөр көбөйүп атат да. Мен азыр жалганышпайын деп, мындай туура эмес цифраларды бербейин деп эметип атам да, бирок существенный рост да, по сравнению с прошлым годом на 30%, 19 по сравнению с 18 на 30% увеличилось. Келечек кандай эми тенденция кандай кетип атат? Эмдиги жылы 2 жылдан кийин мисалы үчүн кандай болот? Бу жерде биз өкмөт менен программа бар, увеличение безналичных платежей деген, ошонун алкагында пландар бар, ошол пландар боюнча биз эметип атабыз да. Мына мен изилдеп көрдүм да, мисалы үчүн чоң державаларды алалычы. Европа мамлекеттери, Америкада 97% безналичный экен да. Россияда 75%, мисалы үчүн. Биз Кыргызстанда акыбал кандай? Ошо коомчулукка да бир кызык го деп атам, ушул суроону ушуну билсе жакшы болот эле да, так цифралар болсочу. Урматтуу Алуу Аземович, мындай межбанковские платежи алсак, объем межбанковских платежей в 2019 году составил 3 триллиона 337 миллионов. Да? Это показывает увеличение по сравнению с 2018 годом и 2017 годом. Да? В наших планах в этом году мы инфраструктурно уже, как я не раз говорил, уже систему всю выстроили. Сейчас и кошельки появились электронные, и всякие приложения. Да? Мы сейчас собираемся уже дальше эту инфраструктуру двигать для бизнеса, чтобы платежи все проводились в безналичном варианте. Вот согласно, вы сами сказали, есть программа правительства, утвержденная, да, постановление правительства. Соответственно, с этой программой примерно мы вот скажем, к 2025 году есть у нас какие прогнозы? Какой процентное соотношение должно быть примерно? Ну, мы вообще ставим амбициозные планы, там до 60%, что у нас будет. Ну тогда вы скажите мне, каковы вот риски, угрозы вот с введением, созданием специальных вот регулятивных режимов? Здесь никаких рисков, Алуу Аземович, нету. Мы поддерживаем данный законопроект, потому что в настоящее время инновации настолько быстро развиваются, что быстро адаптировать законодательство не получается. Да? В этой связи вот многие страны пошли по принципу регулятивной песочницы, чтобы на пилотном виде тестировать тот или иной новый банковский продукт в рамках пилотного проекта и по ходу разрабатывать параллельно нормативно-правовые акты. И в случае успешности они будут в дальнейшем закрепляться уже, если есть необходимость в законодательном виде. Все вот использование платежных систем, вот, оно должно быть связано, наверное, налогообложением, да, система налогообложения. Есть как видение, как будет это? У нас будет меняться?
Налогообложение это здесь немножко к этому не относится. Уже на сегодняшний день налоги можно заплатить как через интернет-банкинг, так через электронные кошельки, так через кассы коммерческих банков, банковским переводом. То есть здесь просто будут создаваться удобства. То есть, Ну, в плане обеспечения открытости, прозрачности, если будут безналичные, мы же будем знать, правильно, да? ну это, конечно, это будет любое увеличение безналичных платежей будет способствовать выводу части экономики из тени. Хорошо. У меня все вопросы, спасибо.